Добрый вечер. Мы сегодня в гостях у Любовь Иннокентьевны. Любовь Иннокентьевна, мы хотим вам задать несколько вопросов ко дню бабушек и дедушек. Хорошо. Что же для вас значит быть бабушкой? Ну, для меня быть бабушкой – это большая честь, потому что я, как говорится, всю жизнь прожила, мне 75 лет будет скоро, и у меня внуков, 14 внуков. Мы с мужем прожили 50 лет, и вот недавно отметили 50-летие нашей совместной жизни. Чем вы любите заниматься со своими внуками? Ну, я люблю заниматься со своими внуками. Вот когда они приезжают к нам на лето, обычно я их вожу в лес, по грибы, по ягоды, по землянику. В общем, мы любим отдыхать вместе и собирать грибы и ягоды. Ну и, конечно, все лето они у меня помогают на огороде. Вот огурцы, помидоры выращиваем. И мои дети, мои внуки всегда помогают мне во всех моих делах. Я приучаю их к труду. Ездят в лес, по грибы, по ягоды. А с дедушка их приучает к охоте старших внуков. У меня уже большие, некоторые уже окончили учебные заведения высшие, а некоторые сейчас еще маленькие ходят в школу. Вот. Ну, для меня, конечно, большая радость быть бабушкой. Почему же так важно отмечать День бабушек и дедушек? Как вы думаете? Я думаю, что отмечать День бабушек и дедушек – это очень приятно для самих дедушек и бабушек. Главное, чтобы наши внуки не забывали о своих предках, о дедушках, о бабушках, заботились о них. Им всегда будет приятно, что мы отмечаем День бабушек и дедушек. Это мы учим наших детей почитать старших и прививаем им любовь к своим предкам. Внуки и правнуки всегда почитают, особенно своего дедушку, ветерана войны, Вырдылина Иннокентия Афанасьевича, ветерана педагогического труда. И у нас именно по отцовской линии мы создали ветераны и эти дети, их внуки и правнуки, педагогическая династия семьи Вырдылиных по отцовской линии. Вот у нас отец Вырдылин Иннокентий Афанасьевич был ветераном педагогического труда, 32 педстажа. Вот. Затем я, его дочь Савина Любовь Иннокентьевна, педагогический стаж 40 лет. А потом продолжает нашу династию моя дочь Тарбахова Дарья Иннокентьевна, в второй школе психологом и заместителем директора по воспитательной работе. Вау. Так что у нас династия продолжается, и дети все помнят своих предков. Надо им всегда приучать к патриотизму, чтобы этот патриотизм как раз отражался, учить их на примере своих старших, предков и своих дедушек и бабушек, как они жили, как трудились. Вау. Это так интересно, вы так хорошо сохраняете свои традиции, помните своих предков, бабушек, дедушек. Почему же очень важно сохранять историю семьи? Я думаю, это очень важно, чтобы наши внуки, наши дети знали своих предков, и чтобы они всегда брали с них пример. Так что наши дети, мы приучаем их уважать старших. Вот прадедушку мы, его дети и внуки, даже выпустили книгу «Üyeler от Велерге Умнулватен». Мы выпустили книгу, и наши внуки про своего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, все знают и гордятся им. Вау! Это так интересно, когда тебе даже книгу создают. А какие у вас есть семейные традиции? Ну, семейные традиции мы всегда проводим вместе Новый год, отмечаем дни рождения моих внуков.
Вот они всегда к нам приезжают на лето, и мы с ними ездим на рыбалку. Дедушка их, своих внуков, возит на охоту. Он им это прививает, в общем, любовь к охоте, это старших внуков и мальчиков. А девочки всегда у нас, ну, по традиции, всегда девочки, я их приучаю к труду и, в общем, на природе отдыхать мы любим. Это наша традиция. Вот. Желаю тебя как следует успешно окончить школу, поступить в высшее учебное заведение. Вот наши внуки уже давно уже стали взрослыми, окончили вот высшее учебное заведение, и уже 3 получили образование, работают уже. Вот. Спасибо большое. А мы вам желаем очень хорошего здоровья. Спасибо. Чтобы хорошо все было, вы были счастливы. И спасибо вам.